С праздником Великой Победы! Ежегодно велопробег «Спасибо за победу» проводится в Абхазии, так как молодое, так и взрослое поколение почтят память героев, павших за победу Родины. В такой праздничный и солнечный день участники велопробега оживленно готовятся к старту. Велопробег «Спасибо за победу» проводится в Абхазии уже 11-й год подряд и стал доброй традицией. Цель акции – увековечивание памяти погибших защитников Отечества и пропаганда здорового образа жизни. Путь велосипедистов лежит от Сухума до Гулырыпша и обратно. В этом году участники стартовали от Музея боевой славы имени Владислава Арзенба. Нас, как всегда, поддерживает и Федерация триатлона, и администрация города Сухум, города Гулырыпш. В этом году к этой акции присоединился, не просто присоединился, а ее возглавил Государственный музей боевой славы имени Владислава Григорьевича Арзенба и молодежное велосообщество «Райд Байк Апсны». Никогда не считаем участников, да, но обычно это 30-40 человек. Самый большой велопробег был на 75-летие Победы, было больше 80, но очень тяжело вести велоколонну, обеспечив безопасность всем участникам. А вот 30-40 это оптимально. Нас сопровождают опытные сотрудники ГАИ, которые уже не раз знают, как вести лучше и безопасно. Маршрут пробега привычный, устоявшийся за 11 лет проведения акции. От Музея боевой славы участники направились в село Гудзера, к братской могиле погибших героев в Великой Отечественной войне. Затем прошло возложение цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Все участники двигались в спокойном темпе, соблюдали правила дорожного движения и нормы безопасности. В акции принимали участие как именитые спортсмены, так и любители, для которых велосипед – это увлечение и здоровый образ жизни. На самом деле в этом велопробеге может поучаствовать любой желающий. Не обязательно иметь опыт большой, потому что колонна движется медленно, спокойно, никто никого не обгоняет. Обязательно есть сопровождение спереди, сзади едут сотрудники милиции, нас сопровождают. Поэтому это такое хорошее праздничное мероприятие, где мы отдаем дань памяти защитникам Кавказа, всем тем, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Поэтому, конечно же, мы стараемся привлекать и детей. Тут целые семьи приходят на это мероприятие. Музей боевой славы принимает участие в акции впервые. Герой Абхазии, директор музея Мзиябея, признается, что радостные лица участников и их эмоции так и тянут присоединиться к велопробегу. Подвиг советских воинов бессмертен, и всегда нужно помнить об этом. Мы очень рады этому событию. Мы гордимся тем, что это замечательное традиционное мероприятие проходит именно под нашей эгидой, под эгидой музея. Надеемся, что мы будем это каждый год проводить. И мы договорились, что этот же велопробег будем проводить и в дни наших праздников, в день нашей победы. Это замечательная традиция, красивая, великолепная. Вот жалко, что я не езжу, не умею, а то бы я бы тоже поехала бы вместе с ними. Завершился велопробег возложением цветов к памятнику неизвестному солдату в Сухуме, сберегая память о тех, кто сражался за победу и отдал свои жизни за мирное небо над головой. Каждый из нас вносит вклад в сохранение истории. Ульяна Рожкова, Инна Алгвинджия, Абхазское телевидение.